Бывает, иногда утром проснусь, мне какая-то, может, что-то приснилось даже, может, что-то со вчерашнего дня, у меня там какие-то эмоции остались. И с утра вот такое настроение, вот сразу думаешь, пойду и писать в мастерскую. Детей соберу в садик, муж отвезет. И вот быстренько все свои дела сделаешь, и вот время для себя оставляю. Прихожу сюда, и здесь у меня как свой маленький мир. Писать я начала еще писать, рисовать с детства, с раннего возраста. И родители меня как бы подталкивали к этому всегда. Мне было это очень интересно. У меня мамин вот родственник Ирфан Нафиев. Вот с детства у меня интерес к его мастерской был. И всегда в гости приедем, мне хотелось пойти посмотреть, что там, как, эти краски масляные, вот этот запах сам, атмосфера вот этого художника. Мне всегда это было очень как-то любознательно. Это как-то легко, само собой пошло. Это альбомы, карандаши, всегда рядом, куда-то еду, всегда с собой. И родители мне, как говорят, крылья не обрывали. С детства у меня была особая любовь к живописи. И ходила на всякие кружки постоянно, не пропускала. Потом поступила в университет на факультет искусств. Рисунок, живопись, монументальная живопись, витражи, росписи. Для меня это все было так интересно, и хотелось все больше и больше творить. Я считаю, что талант, он как у человека присутствует, но если не трудиться, не вкладывать в это, то не будет развития в этом. Если развиваться, постоянно прилагать какие-то усилия, заниматься, не бросать это дело, тогда что-то получится. Я вообще работаю в многих техниках. В основном это масло, живопись, акварель не так часто. Графика тоже очень нравится. Просто бумага и просто простой карандаш. Вот для меня это вот уже вот что-то вот такое. Хочется много работ написать, но некоторые сразу получается, можно вот пришел и сразу вот на холсте начал писать. А некоторые работы вот, нужно прорисовать каждую деталь, продумать, что на каком месте, формат работы какой будет. И поэтому нужно каждую деталь вот прорабатывать в эскизе, а после уже к следующему этапу переходить. Это вот кисть и холст. Моей работой это отражение как моей души, вдохновляет все, что меня окружает. Вообще люблю все красивое с детства. Цветы, природа, вот море. Вот поедем на море, вот эти волны, они переливаются солнцем на свету. Вот это вообще вдохновляет. И я вот этим летом написала работу вот «Море». Мне нравится наш Крым, конечно же, те уголки, которые, к сожалению, сейчас уже не так много. Вот в Гурзуфе сохранились, такие в Бахчисарае, Белогорск, вот старые улочки, вот эта черепица, все вот это вот, оно такое национальный наш колорит. И хочется запечатлеть в своих работах это все для будущего. Вот. Хочется сохранить наш Крым таким вот, каким он был раньше.
наши крымско-татарские все мотивы, традиции наши. Это мне все очень близко и дорого, что надо развивать это. И нашему младшему поколению тоже придавать пример. И в своих работах у меня очень часто крымско-татарские мотивы доминируют. Мечети, вот это мой любимый восточный плод гранат. Очень мне нравится в работах моих, когда я пишу гранат. Вот, не знаю, произвольно он у меня получается. Тоже особая символика у него есть. Гранат — это символ изобилия, благополучия в семье, берекет у нас у крымских татар. Вот. Я очень люблю гранат, гранатовые деревья. И изображать его очень часто люблю в своих работах. Важную роль в моей жизни играет моя семья. Они меня вдохновляют. Дети — это вот цветы жизни. Они приходят тоже ко мне сюда в мастерскую, тоже хотят рисовать. Вот мне так приятно, что вот что-то мое. И я так рада, что моим детям что-то вот я чувствую передается. Вот им некоторые дети порисуют и все, да, и надоедает. А мои вот они пока не делают работу до конца и хотят сразу на холсте красками. Я им тоже, конечно, очень много времени уделяю, связанное с творчеством. Они у меня всегда делают аппликации, всегда рисуют красками. Я благодарю вообще за все, что мне подарил Всевышний, особенно такого мужа, который предоставил мне возможность, вот некоторые вот бывают же против, чтобы работала, там, я не знаю, чем-то занималась, вот только вот семьей и все. Вообще меня вдохновляет каждый день делать счастливой меня. В будущем я мечтаю создать свою галерею художественную и обучать деток рисунку и живописи. Также организовать собственную выставку в планах, набрать побольше хороших работ.